Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё, яе прамовы, як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube і ў Твиттере. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі і дэпутат Палаты прадстаўнікоў Олег Гайдукевич, які неаднаразова, у тым ліку в эфіры Еўрарадыё, заяўляў, што падчас выбарчай кампаніі 2020 года будзе ісці да победы і да самага заканчэння гэтай кампаніі, нечакана зняўся з дыстанцыі. Што па праўдзе прымусіла Олега Гайдукевича датэрмінова зняцца ў выбарах. Пра гэта мы сёння і пагаворым з цяпер ужо фактычна экс-прэтэндэнтам у кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі. Добрый дзень, спадар Олег. Добрый дзень. І пачнем, можа быць, з таго, можа быць, вот я сказаў, ужо экс-прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта, але ўсё ж такі, можа, гэта жарт такі, гэта такі піар-ход быў з вашага боку, а насамрэч вы працягваеце збіраць подпісы і працаваць? Не, мы подписи уже не собираем, значит, и я действительно принял такое решение. Во-первых, не сам, было совещание всех руководителей областных структур, Высшего совета партии. И тем отличается дальновидный политик, он должен думать не только о сиюминутном времени, а о перспективах своих, о перспективах страны, о перспективах политической силы, которую он возглавляет. И это решение принято исходя из того, как мы видим политический процесс, как мы видим политическую ситуацию на сегодняшний день, что мы видим после выборов. И полностью понять мое решение, я понимаю, что не все его сейчас могут понимать, они поймут его после 9 августа 2020 года. И тогда, я думаю, все поймут, почему действительно я поступил очень правильно и для страны, и для той политической силы, которую я возглавляю. Я хочу сразу сказать, что я остаюсь активным участником и выборов президента, и политики. Я действующий депутат парламента, мне не надо идти на выборы для того, чтобы просто повысить свою узнаваемость и получить там возможность выступить по телевидению и обратиться к людям. У меня такая возможность есть как у депутата, как зампредседателя комиссии по международным делам. То есть я реальный политик, я должен работать на результат. Результат два, меня интересует результат. Это страна, Беларусь, чтобы она была стабильной, чтобы ее не штормило, чтобы она развивалась, чтобы были мысли о том, что будет через 3 года, через 2, через год. И второй момент, любая партия должна стремиться к власти, и она должна выбирать ту стратегию, которая позволит ей достичь результата. Поэтому вот это наше решение. Вы зараз пачалі адказваць, але я ўсё ж таки удакладню. Тут нам уже написали вельмі шмат пытанняў да вас. І вот удакладненне. Ўсё ж таки гэта было ваше асабістае рашэнне, ці быў нейкі з'езд партыі, там сходка палітрады партыі? Як прымалася это рашэнне? Я никогда не буду там притворяться. У нас партия лидерского типа. Безусловно, лидер партии имеет решающее значение в принятии каких-то решений. Я тут притворяться не буду. Но, безусловно, перед тем, как озвучить решение провести пресс-конференцию, я собрал всех руководителей областных структур партии и членов Высшего совета и своих заместителей. И они меня все поддержали, и они все присутствовали, кстати, на пресс-конференции, которая была. То есть инициатор этого решения, безусловно, я, как лидер, как депутат. А партия меня в виде руководителей всех областей, Высшего совета, замов, она поддержала меня, но по-другому и быть не могло, потому что у нас партия дисциплинированная, и я уверен вообще, что в политике политическая сила, если она не дисциплинирована, она успеха не добьется. Спадар Олег, вот агучу пытанне, якое задае карыстальнік Дорога ВИА, и ваши словы. Про проститутку, смелая заява, ён докладно не жартаваў и так и сказал. Ну и тут долучаются тыя, кто хоча вас подтролить, скажем так, пишут, атрымліваецца, что ён не справіўся с гэтымі абавязкамі. Без жартаў, так ўсё ж таки, гэта была на полном сур'ёзе заява про проститутку? Слушайте, я очень эмоционально, надо видео поднять мое, я выступал минут 30, значит, и где-то проскочила фраза там «проститутка». Но в каком контексте она проскочила? Проститутка для меня человек без принципов, который не знает, за что он выступает, у него нет политических
убеждений, он, значит, не имеет идеологии. Большинство кандидатов, кто он остался, вот их можно называть там таким словом, пофамильно не буду, чтобы никого не оскорбить, не обидеть. Я и сказал, что у меня всегда были четкие взгляды, четкая позиция, четкое понимание и, самое главное, желание достигать результатов. В политике имеет значение только результат. И давайте сравним. Все на улице, я в парламенте, значит. Поэтому на сегодня меня интересует только результат. Все остальные партии не могут создать региональные структуры, открыть офисы, я открываю. Партии не могут выставить 110 кандидатов в депутаты во все круга, я выставляю. Партии не могут попасть в парламент, мы попадаем. Партии не могут попасть в областные советы депутатов. Мы, как оппозиционная конструктивная партия, умеем туда попадать. И наши руководители стали впервые на прошлых местных выборах депутатами. То есть на сегодняшний день для меня, как политика, интересует только результат своей политической деятельности. И второй момент – перспективы. И страна на первом месте. Поэтому я убежден, что сейчас я принимаю то решение, которое нужно стране, значит, и то, которое нужно той политической силе, которую я возглавляю. Наши выборы впереди. Второй момент. Основные политические события и борьба за будущее Беларуси, на мой взгляд, развернется после 9 августа. И мы будем активными участниками этих событий. Анатоль Шырвель пытаецца у вас все ж таки, чаму так хутка сышоў з дыстанцыі? Гэта вельмі падобнае на страх перад рэальнай схопкай за ўладу. Все ж таки побаяліся рэальнай барацьбы за ўладу? Ці вот што стало яшчэ раз вот свае сапраўдныя шчырыя аргументы? Значит, ну, побоялись, что же побоялись? Там те, вот, кто идет, получит 1,5%, вот они, наверное, там, их надо спрашивать, значит, для чего они идут на выборы. На выборы надо идти побеждать. Значит, эти выборы президента я не выиграю, это первое. Значит, если бы вот на этот данный этап выборы президента не выиграю, значит, поэтому я должен участвовать с какими-то другими целями, значит, попиариться, постоять, повыступать, значит, это меня не устраивает. Второй момент. Я убежден, что все остальные кандидаты, значит, они ничего лучше не сделают, а сделают только хуже для страны. Поэтому мы вчера сделали соответствующее заявление, что нам самое главное сохранить в стране стабильность, консолидировать людей перед теми вызовами, которые мы есть. Сейчас пандемия, сейчас экономические последствия пандемии будут во всем регионе. И Беларусь меньше всего сейчас нужно и потрясения внутри политические. Мы не выдержим этого просто. Под угрозой будут стоять не только стабильность страны, но вообще и суверенитет и независимость. Для меня это святое. Суверенитет и независимость страны, стабильность и отсутствие любых каких-то революционных сценариев. Второй момент. Ряд претендентов, которые появились, в открытую говорят о том, что они видят единственный способ, значит, смены власти. Это революционная революция, или мирная революция. Но тут, извините, у меня четкие принципы были, есть и будут. Если бы я был в любой постсоветской стране, где произошла революция, я всегда бы был на стороне конституционного закона и порядка. Почему? Ни одна страна постсоветского пространства, где произошла мирная революция, не мирная революция, ничего хорошего, кроме войны, кроме потери территории, ухудшения жизни людей, не получила. Поэтому здесь надо выбирать, что важнее для тебя, как политика, как лидера, значит, и как человека, который думает о государственных интересах. Поэтому, на мой взгляд, для страны было бы оптимально следующее. Мы проводим выборы, значит, побеждает Лукашенко, и после этого начинаем политические реформы, экономические реформы. Потому что если мы не будем ничего делать, через 5 лет нас ждут те вызовы, которыми мы просто не готовы будем справиться, и нам будет очень тяжело это все преодолеть. Но на сегодняшний день я вижу главным консолидированно пройти этот этап, и не просто пройти, а заниматься реформированием страны. Для того, чтобы отстаивать это, у меня достаточно парламентской трибуны, значит, у меня достаточно той должности, которую я занимаю как зампредседателя комиссии по международным делам и как лидера партии. То есть я этим и продолжу заниматься. Мне не нужно сейчас для того, чтобы добиваться того, что я хочу, просто карточки кандидата в президенты, чтобы я выступил по телевизору. Я и так выступлю по телевизору. Поэтому я смотрю реально. Выборы президентские я не выиграю. Мое участие именно в таком составе участников, вот на этих выборах, оно не консолидирует белорусов и не решает ни одну проблему, стоящую ни перед ЛДП, ни перед страной. Вот вы кажете про то, что стабильность, что не патрэбныя ніякія патрасенні і гэтак далей. Але все ж таки гэты аргумент, ён быў актуальны як падчас папярэдніх выбараў,
Так вот, зараз, калі верыць вам, і ён можа быць таким же самым актуальным і на наступных выборах. Так якім чынам добиться змены улады тады? Только путем, значит, диалога, и власть должна, у нее должен быть инстинкт самосохранения в том числе. Беларусь сейчас стоит, после выборов столкнется с огромным количеством вызовов. Сейчас надо консолидация, надо экономику вместе поднимать, надо политическую систему реформировать, потому что эта политическая система, которую в том числе я поддерживал на протяжении многих лет, она успешно действовала 10 лет назад, 5 лет назад, 3 года назад. Но через 2 года, через 3 года, с учетом новых вызовов, с учетом того, к чему мы идем, это уже будет неустойчиво. И мы уже будем очень тяжело преодолевать те, значит, вызовы, те кризисы, которые нас будут постоянно со всех сторон идти. Почему? Вот смотрите, закончится пандемия, она уже показала, что конфликты, геополитическое противостояние, экономическое противостояние, оно усилится. Оно усилится, и Беларусь будут штормить со всех сторон. И никто о нас думать не будет, никто о нас заботиться не будет. Если мы не поймем вот это, не поймем, что нам ни в коем случае нельзя сейчас с друг другом грызться, значит, а надо консолидированно решать какие-то проблемы, то мы гораздо легче преодолеем эти все вещи. Ни один из других там претендентов, он и близко не может решить ни одну проблему. Ни одну. И победить, тем более Лукашенко. Вы вось кажаце про тое, что зараз давайте вот так вот пройдем гэты этап кансалідавана, а потым будем рабіць нейкія рэформы палітычныя, эканамічныя, і вы будете выкарыстоўваць трыбуну палаты прадстаўнікоў для того, каб схіліць уладу да гэтых рэформаў. Кстати, вот колькі гадоў наша ўлада на ніякія палітычныя ў першую чаргу рэформы не ідзе. Эканамічныя дзесьці абяцае, дзесьці што-то робіць, але больш таксама не робіць. І Александр Егорович не один раз заявляў про тое, што ніякіх рэформ ён рабіць не будзе і за цывілізаваным светам Беларусь не павядзе. Чаму вы вырашылі, што зараз да вас прыслухаюцца і пачнуць рабіць нейкія рэформы? Да не надо не до меня прислуховываться, надо прислуховываться до той, значит, ситуации, которая сейчас в мире и которая сейчас вокруг нас. И если власть не будет ничего делать, то тогда либерально-демократическая партия придет к власти. Значит, тогда мы никогда власть не отдадим, значит, никому, и не позволим другим людям. Вот те, кто сейчас участвует в выборах, после 9 августа никого из них, никто там никакие плацдармы себе не создаст, это все сказка. Поэтому если никто ничего не будет делать, вот мы придем к власти тогда, и сделаем мы. Поэтому мы нацелены на борьбу за власть. У меня просто власть не самоцель. Для меня власть не самоцель. Для меня желание, чтобы наша страна развивалась. Поэтому мы будем предлагать, значит, власти, мы будем предлагать чиновникам, мы будем предлагать в парламенте, чтобы все-таки мы очень быстро, поступательно, не радикально, спокойно начинали реформировать нашу страну. Многие вещи назрели. У людей назрело желание от определенных реформ во многих сферах жизни. Но мы должны их проводить спокойно. И еще одно понимание. Вы знаете, я вот почему, еще одна из причин моего решения, я вот посмотрел на всех участников президентских выборов, слушайте, у всех желание одно, сместить Лукашенко и все, а там разберемся. Больше ничего. Это не борьба идеологии, не борьба, значит, за взгляд. Вот просто сместим, а там разберемся. Это меня не устраивает. Мне такое не надо. Я это видел уже в других странах. Мы должны быть более ответственными и более серьезно относиться к будущему своей Беларуси. Вы закликали сваіх прыхільнікаў галасаваць за Лукашенко, але ўсё ж таки першае пытанне. Вам не падаецца, вот вы кажаце, 30 000 подпісаў ужо за гэтыя некалькі дзён сабралі за ваше вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты. Сваім зняццём вы не падманулі тых людзей, якія за вас подпісаліся? Я очень честно как раз-таки отнесся к своим избирателям. Вот там кто-то написал, что я подписи куда-то отдаю. Подписи нельзя по закону никуда отдать. Вот журналисты иногда, не хочу никого обидеть, я просто эмоционально говорю, может быть, где-то с контекста потом неправильно воспринимается. Мы отдаем в штаб действующего президента, когда он станет кандидатом, программу кандидата в президенты, которую мы считаем, надо обязательно реализовывать, в том числе после выборов. Подписи мы никуда не отдаем. И я к избирателям обратился. Почему я обратился? Значит, смотрите, я же сторонник выборов. То есть я снимаюсь с выборов, но я никогда не скажу не идти на выборы. Я сторонник только выборов. Я своим избирателям говорю, на этих выборах
Гайдукевич, которого вы поддержите, не победит. Но вы должны идти на выборы, потому что только выборы имеют значение. Они меня спрашивают, за кого голосовать. Что мне им сказать? Голосуйте за кого хотите. Это неправильно. Значит, у меня есть четкая политическая позиция. Из всех кандидатов, которые остаются, когда я ухожу, надо голосовать за действующего президента. Для чего? Для того, чтобы сохранить в стране стабильность и не допустить никаких радикальных сценариев. А после выборов начинать реформы. Я, наоборот, очень честно поступаю со своими избирателями. И не обманываю, не рассказываю им сказки, чтобы потом пойти покрасоваться по телевизору там, и с 1,5% пойти, как многие пойдут. И второй момент. Я, кстати, удивил всех. Все ждали от меня стандартных действий, все ждали от меня стандартного поведения либеральной демократической партии. А я всегда говорил, что у меня свой взгляд на многие вещи, на многие процессы. И я принял нестандартное решение, но то решение, которое, на мой взгляд, абсолютно правильно в данной ситуации. Ну, чаму? В прынцыпе, вы прынялі рашэнне, якое ўжо прымала ліберальна-дэмакратычная партыя. Мы памятаем 2010 год, калі лідар ЛДПБ Сергей Гайдукевич, які падаў дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы, потым заявіў, што гэта цырк, і ён удзельнічаць у цырку, дзе 10 кандыдатаў ёсць ад дэмакратычных сіл не будзе, і зняўся з выбараў. Вы зараз сказалі, тут пагроза стабільнасці, і ў гэтай вот пагрозе я удзельнічаць не буду. Ну, фактично то же самое. Нет, разница большая. Я сказал, что буду участвовать в выборах и призвал идти на выборы и голосовать. Значит, в 2010 году мы правильно поступили. Вот в этом наша честность. Мы не будем обманывать избирателей. Когда в 2010 году зарегистрировали 10 человек, не собравших 100 тысяч подписей, мы сказали, что в таких выборах участвовать не будем, и снялись. И правильно сделали. Что потом было в 2010 году? И все это видели. И мы в этом не участвовали. И остались девственно чистой политической партией после 2010 года, в отличие от остальных. Такой же девственно чистой партией останемся мы и после этих выборов, поступив максимально порядочно и максимально честно и по отношению к своей стране, и по отношению к избирателям. Тым не менш, вот, да прыкладу, я ведаю, что Денис Тихоненко уже написал у Центр выборкам на вас скаргу и обвинуватить вас у тым, что вы, закликавши своих прихильников голосовать за дзеючага кіраўніка краіны, таким чынам порушили выборчае законодаўство, якая забараняе агітаваць на вот гэтым этапе выборчай кампаніі за таго ці іншага кандыдата. А вы фактично агітавалі. Ну, правильно, мне ЦИК сделает замечание и снимет с выборов. Значит, я же не против. Поэтому есть Тихоненко, пусть пишет жалобу. Я же не кандидат, поэтому могу делать, что хочу. Поэтому мне даже руки развязаны. Видите, как мне проще. Я принял решение политически, озвучил его, и скарга она должна быть рассмотрена, и пусть вынесет Центр избирком мне предупреждение как экс-претенденту на кандидатское удостоверение. Тым не менш, вот вы сказали, что я и надалей буду удзельнічаць у гэтай выбарчай кампаніі. У якасці каго? В якости политика, депутата, зампредседателя комиссии по международным делам я буду встречаться с людьми, я буду объяснять им политическую ситуацию, объяснять позицию либеральной демократической партии, рассказывать, что им делать, значит, выступать категорически против любых массовых, значит, попыток призыва людей выйти на улицу, объяснять им, к чему это может привести. Я буду активно участвовать в политическом процессе, не будучи кандидатом в президенты. Наш глядач с YouTube-канала Лёша И пытается: Олег, вы разумеете, чему кандидаты на площадь зовут? Потому что на таких выборах немагчыма перамагчы. Вы згодны тым, что на таких выборах, какие на сегодня есть у Беларуси, перамагчы альтернативному кандидату немагчыма? Бабарико сказал один раз правду, когда проводил пресс-конференцию, хотя мне не нравится этот кандидат, я не буду сейчас это обсуждать, значит, но одну вещь он сказал правильно. Значит, на всех президентских выборах, которые были до этого, нравится или не нравится, победил Лукашенко. И если и ни разу еще не было, чтобы он не победил. И если он проиграет, значит, он проиграет. Но я убежден, что не было еще таких выборов, когда он их проиграл. Ни в 2001, ни в 2006, ни тем более в 2010 году, ни в 2015 не было кандидата, который бы выиграл у Лукашенко в первом
туре или довел ситуацию до второго тура. Все это сказки. То же самое, не верю об этом и в этом году. Поэтому на площадь звать нельзя, ничего хорошего на площади не будет. Любая площадь, это потом революционеры живут хорошо, а люди еще хуже. Значит, и при этом экономическая ситуация ухудшится, политическая ситуация ухудшится. Все, кто провел революцию, все страны, кроме территориальных конфликтов, значит, крови и ухудшения экономической ситуации, ничего не получили. Ну да, революционеры стали жить хорошо, они поменяли свои лачуги на хорошие, комфортабельные коттеджи. Но нам это не нужно, нашей стране это не надо. Валерия Костюгова пытается у вас, як вы ставитесь до закликов до массового назирания на выборах, до якого закликают большинство остальных кандидатов? Прекрасно, наблюдать надо. Вот, что касается направления наблюдателей, я Валерию благодарю, она правильный вопрос задала. Вот это правильно, и мы будем закликать наблюдателей. Более того, мы выдвинули своих представителей в территориальной комиссии, они продолжат свою работу. Мы выдвинули, значит, представителей, будем выдвигать наблюдателей от либерально-демократической партии во всех областях. И, кстати, сейчас с учетом моего неучастия в выборах мы имеем достаточно ресурсов для того, чтобы в том числе сосредоточиться на этой работе. Поэтому я никуда с выборов не ухожу. И заклик кандидатов, чтобы были наблюдатели, я только за. Почему нет? Наблюдатели должны быть. Я у вас спытаўся про то, что ці не лічыце вы, что подманули тых людей, якія за вас подписаліся, а вось Евген Липкович пытается у вас, чаму вы подманули чаканне молодежной палаты при Минскім гарвыканкаме, а пытанне якой давала вам на старте сбора подписаў целых 6%, больше, чем Виктору Бабарыку. Ну, я, значит, не хочу уходить с выборов, значит, после выборов. В том-то и дело, что я нацелен на будущее. Посмотрите, мне 43 года всего лишь. Мой путь, если кто-то проанализирует, он всегда был нацелен на успех. У нас много вот кандидатов рассказывают про успех. Но вы мой путь проанализируете. Я построил карьеру в МВД и был самым молодым руководителем. Я ушел с МВД в 35 лет, занимав огромное количество разных должностей, начиная от отдела по борьбе с экономическими преступлениями, заканчивая крупнейшими райотделами страны. Ушел сам, значит, меня не отпускали. И принял решение пойти в политику. В политике я недолго. За это время я прошел путь на глазах у Змитера, на глазах у других журналистов от человека, который был там заместителем даже не первым. Значит, и более того, от того, что ты замом стал, ни о чем это не говорит. Надо иметь талант, надо иметь какие-то способности для того, чтобы стать узнаваемым человеком и узнаваемым политиком. Я проделал путь до лидера партии, депутата и заместителя председателя комиссии по международным делам. У меня есть путь успеха. И меня, еще раз, вы должны меня понять не только с точки зрения политической и страны моего решения, но если вот хороший аналитик, вы поймите меня с точки зрения меня как перспективного политика. Меня не устроит вот на этих выборах поучаствовать в выборах. Значит, мне этого сейчас не нужно. Это мне, как кандидату президента, как лидеру партии, как депутату, ничего не дает. Значит, у меня не будет имиджа проигравшего после этих выборов, потому что я в них не участвовал. Значит, никто мне не скажет, что у меня процент популярности там 4 или 3%, значит, потому что я не участвовал в этих выборах. Это если уже рассматривать мотивы меня как лидера партии. Но я бы все равно пошел на выборы, если бы не была ситуация вот та, которая внутри страны и вокруг страны. Но я вам немножко сейчас по-человечески еще, ну, разговор откровенный, чтобы меня лучше поняли, рассказал еще мотивы как политика, как человека, который думает о перспективе своей политической партии. Почему? Я убежден, что основные политические события развернутся в ближайшие 4 года после выборов. Уже анонсирована конституционная реформа, уже анонсированы другие вопросы. И там развернется борьба. Развернется борьба за то, какой будет Беларусь через 5 лет. Вот моя честная, правдивая позиция. И я хочу к этому времени быть сильным, максимально сильным. Более того, открою еще один секрет. Это, кстати, Еврорадио первое. Возможно, пришло время создавать на базе ЛДП не только партию, а какое-то более широкое движение. Мы об этом думаем. Но больше я ничего не скажу. Все остальное после выборов будет. Вот я вам немножечко открыл какие-то свои мысли
не только как депутата там, и человека, который думает о стране, но и как и политика, думающего о развитии политической силы, которую он возглавляет. Поэтому я вчера смеялся очень много, когда читал версии различные. Вот надеюсь, после моего разговора с вами, такого откровенного, вы больше меня поймете. Вот можно я все ж таки удакладню, вы кажаце про больш шырокае нейкае может быть аб'яднанне не толькі каб ЛДПБ, а зараз размова ідзе про коалицию, стварэнне коалиции с кім? Калі браць дэмакратычныя нейкія структуры, то ну выбачайце мяне, але ўсё ж таки рэальнасць ёсць рэальнасць, тое што ну яны вас не лічаць сваім і не будуць з вами аб'ядноўвацца. З кім аб'ядноўвацца? З Белой Русью? Они мне не нужны. Значит. А более того, смотрите, эти выборы еще показали смерть традиционной оппозиции раз и навсегда. Более того, я говорил, что они умерли в 2015 году. И вы помните этот разговор, Дмитрий. Почему? В 2015 году не было пандемии. И ни один из традиционных лидеров партии и вот тех объединений, о которых мы говорим, они тогда не собрали подписи и не пошли на выборы. Ни Калякин, ни Лебедько, ни «За свободу», никто тогда не пошел на выборы, никакой пандемии нет. Пошло «Говори правду» ЛДП. Прошло 5 лет, пандемия, и они опять не пошли. Только уже нашли себе причину пандемии. Тогда была причина какая? Что якобы, значит, невозможно собрать подписи, людям неинтересно выбрать. Традиционная оппозиция умерла. Я не буду вам сейчас говорить, ни о какой коалиции речь не идет. Речь идет о том, чтобы более широко создавать патриотическое движение, политические силы. Я об этом буду говорить позже, после выборов, потому что пока это только мысли мои в голове, которые бы я хотел вами поделиться, но дальше я буду говорить уже более конкретно. Сейчас я на этот вопрос отвечать не буду. Это я вам открыл маленькие секреты, что у меня в мыслях о будущем политического развития в нашей стране и о том, где я вижу себя и либерально-демократическую партию, которую я возглавляю. Что у меня разные направления, разные мысли, и поверьте, они будут все осуществляться. Но рано об этом говорить. Сейчас мы говорим о том, что есть. Добра, вы сказали про пагрозы, якія могуць узнікнуць перад нашай краінай у выніку, калі стабільнасць нейкім чынам парушыцца. Гэтыя пагрозы вам бачацца якія? Яны унутраныя ці ўсё ж знешнія? Калі знешнія, то з якога боку? Никакого внешнего угрозы никогда не бывает без внутренней. То есть никогда внешний фактор не будет решающим, если нет внутреннего фактора. Но если появляется внутренний фактор, вот если допустить какую-то ситуацию дестабилизации, значит, страны с помощью массовых беспорядков, значит, с помощью вливания денег в эти массовые беспорядки, мы знаем все технологии цветных революций, попыток их проведения, они все стандартные, ничего нового никто не придумал. Я почему очень болезненно воспринимаю, например, мне не нравятся вот эти призывы блогера Тихановского там выходить на площадь. Почему? Ну, мне это напоминает Шарикова «Собачье сердце». Отнять и поделить – это не путь для страны. При этом мне непонятна реакция власти в регионе. Многих чиновников по этим роликам надо снимать, надо кого-то привлекать к ответственности, надо работать с людьми. Поэтому реформы нужны, чтобы вот это все не в Ютубе люди выплескивали, а приходили к системным политическим партиям в областных советах, чтобы они там были, и решали свои вопросы. Почему они к блогеру пошли? А к кому им идти там, в регионе? Кто там есть? Надо, чтобы были депутаты оппозиционные, там, конструктивно оппозиционные, ЛДП, там еще кто-то, чтобы люди могли туда приходить, а не ролики снимать. Поэтому я к этому очень плохо отношусь. И вот если у нас будет вот этот фактор, то тогда сразу вмешается внешний фактор. Любой геополитический игрок может вмешаться для того, чтобы решать свои вопросы с любой стороны. Вот это недопустимо. И мы должны сейчас понимать, у нас слишком много сейчас в стране вызовов. Поймите, пандемия, экономика. Если мы сейчас будем думать только о себе, я на самом деле к этому очень серьезно отношусь. Я ўсё ж таки удакладню. Ну, шмат просто гаворыць про тое, что, скажем так, гэтымі нашими и выбарчай кампаніяй і магчымымі там, можа быть, непаразуменнямі ў выніку гэтай кампаніі найперш захоча скарыстацца Москва, Россия. Вы бачыце нейкую вот жаданне ўмешацца ва ўнутраныя справы Беларусі з боку усходняга? Я сторонник, вы знаете, союза с Россией, сторонник ЕАЭС.
На сегодня этого не вижу, но я вам скажу, что и Россия же неоднородна. Значит, вспомните там 2006 год, когда там Козулин же рассказывал, что он, была же информация, что он финансирование имел от каких-то обиженных российских коллег. То есть никто не знает вообще, Россия же неоднородна. Я не верю сейчас на государственном уровне вмешательство России. Это сказки, вот эти там начинают рассказывать, все, там Россия куда-то там мешает. Россия вообще помогает нам укреплять независимость и суверенитет. И я сторонник союза с Россией, это укрепляет независимость и суверенитет. Моя позиция не изменилась. Мы просто в любых союзах должны отстаивать национальные интересы. Значит, я просто повторюсь, что если у нас будет политически внутри какие-то проблемы, этим могут воспользоваться определенные силы с разных сторон. Из Запада в том числе активно, значит, потому что это не секрет, попытки у нас делать цветные революции были, и на постсоветском пространстве были. И может быть кто-то из другой стороны, с Востока, но не на уровне там, государства, я в это не верю. Но какие-то, может быть, обиженные люди, еще кто-то, Россия большая. Но на сегодня я не вижу никакой угрозы для суверенитета извне. Я всегда говорил об одном. Угроза для суверенитета страны есть только изнутри. Если мы развалим свою страну, если мы допустим раскол, если мы допустим хаос, то тогда вот реальная угроза суверенитета и независимости страны. Все. Больше ничего не бывает. Извне, если страна сильная, никогда никто ничего не сделает. Вот и весь вопрос. А я сторонник союза с Россией. Был и буду. Просто там надо отстаивать свои национальные интересы. Олег Сергеевич, калі ўжо пайшла шчырая размова, то я вам шчыра прызнаюся, якая была моя першая думка, калі учора я пачуў пра ваше зняццё з выбараў. Трывожны званочак. Калі Гайдукевич старэйшы ў 10-м годзе зняўся з выбараў, мы памятаем, чым закончыўся 10-й год. І калі Гайдукевич малодшы зараз здымаецца з выбараў, то ва ўсіх пачынаюцца перасцярогі. Ён што-то ведае, яму нешта ретроградный Меркурий подказал, и что чакать? Я обещаю, что мы с вами еще после выборов поговорим. Значит, но пусть это будет звоночек. Я согласен, чтобы так вот эта версия оставалась, чтобы все те, кто планирует у себя в голове, значит, какие-то вещи, которые связаны с нарушением закона, Конституции и призывом людей на улицу, понимали, что это плохо закончится. Пусть будет так. Пусть будет звоночек. Мне нравятся ваши мысли. Значит, и если у кого-то эти мысли возникают, может быть, он 1000 раз подумает, что это делать. Пусть будет так. То есть вы намекаете на то, что калі раптам будзе плошча, то будзе тое ж пасля плошчы, что и ў 10-м годзе. Смотрите, я категорически против площади. Значит, и если когда-нибудь будет площадь, то я считаю, что самое главное не допустить смерти людей, крови, не допустить противостояния и защитить конституционный строй страны. Я никогда не поддержу никакие майданы, перевороты и революции. 10, 5%, 7%, там, любое меньшинство не может определять, как жить большинству. А на площади не может стоять большинство. Тогда стоит меньшинство. Во всех странах на революциях было так. Поэтому я против этого. Поэтому еще раз говорю, эта версия неправильная, но если у кого-то такие мысли возникли, я не против, чтобы эти мысли были у них в голове. Может быть, это их предостережет от нарушения закона в стране. Глядите, все ж таки, скажем, ни Виктор Бабарыка, ни Валерий Цепкало, самые на дадзены момент, может быть, ну, такие популярные, там, больш актыўныя удзельнікі кампаніі, яны на плошчу не заклікаюць. І яны не заклікаюць там рваць з кім-то адносіны, нейкія рабіць, ствараць пагрозы стабільнасці і гэтак далей. Вам не падаецца, што ўсё ж такі вот гэта тая частка удзельнікаў кампаніі, да якой вы маглі б далучыцца і разам правесці ўсё это ціха, спакойна, без заклікаў? Ну, во-первых, я посмотрю, что они будут говорить через месяц. Вот мне и не нравится, когда белорусскую политику вот так выскакивают, значит, из-за угла и начинают без политической идеологии на ходу популизмом заниматься. Что касается там Цепкалы, например, для меня загадка. Я с уважением ко всем отношусь, не хочу обидеть. Но ответьте мне на один вопрос. 20 лет ты занимал высочайшие должности в стране. 20 лет. Значит, и вдруг, когда тебя сняли из должности, прошло 3 года, тебя никуда не назначают. И ты прозрел. 3 года просидел без должности и прозрел. Оказывается, все 20 лет мы идем не туда. Значит, а как же мы с вами вместе шли туда, когда вы занимали
высочайшие должности имели доступ, значит, и общение с высшими должностными лицами. Мы не слышали ни одного заявления. Вот это наши чиновники, это доказательство чего? Что мы при построении своей государственности вообще в будущем, после выборов мы должны этим заняться. Не должны опираться на чиновников. На них нельзя опираться. Власть поменяется, он шапку снимет в исполкоме и скажет: слушайте, а я всегда так думал. Я ж так вот сидел тут в кресле, так и думал, но мне просто вот я такой, любой, кто придет, я приду, он скажет: я был за вас. Значит, придет кто-нибудь другой, скажет: я за вас был, я всегда был за вас. Вот поэтому нам надо опираться на партии, на идеологию, на государственников, чтобы была борьба идеологии, а не борьба бывших чиновников и людей с огромным финансовым ресурсом. Это наша политическая система должна быть защищена от огромного финансового ресурса. Это неправильно. Почему? Объясню. Вот все говорят сейчас о выборах местных мэров. Я тоже за развитие, значит, местного самоуправления. Но представьте на секунду, что мы в каком-то городе проводим самые честные выборы вообще, вот самые честные, какие только бывают. Хотя такой страны нет. И кто победит? У кого самый максимальный финансовый ресурс, поверьте. Но во всем мире для этого есть защита в нормальных развитых странах. Для этого есть выборы по партийным спискам, например, в областной муниципальный совет, после чего выдвигаются кандидаты в губернаторы, мэры. То есть фильтры должны быть, как это политическая история. Нельзя просто так. Люди должны знать, за кого они голосуют. Люди должны понимать, какая команда у человека, кто за ним стоит. Ведь кандидат в президент и президент – это не только личность, это еще команда, которая вокруг него стоит, которая должна быть видна сразу на протяжении 2-3 лет. Поэтому на сегодня ни один кандидат на меня не похож. Ни один кандидат никакого отношения к моей нише политической, которую я занимаю, не имеет. И у нас, понимаете, из-за неразвитой политической системы у нас вот выскочил любой человек с экс-должностью. Хотя что такое экс-чиновник, что вы понимаете? Это человек, который выращивает на даче огурцы или работает на какой-нибудь фирме. У нас тысячи министров бегают бывших, они никакой политического этого влияния не имеют. Все это преувеличено, все это, значит, просто вызывает интерес именно из-за того, что мы не развиваем политическую систему. Были бы у нас фракции, лидеры фракций в парламенте, никто бы не заметил выдвижения ни Цепкала, ни Бабарика, ни кого-то еще. Вот о чем я сейчас говорю. И этим я займусь. Это моя задача. Ну и на заканчэнне, коротко. Все ж таки, ваше решение и вашей партии зняться, ці вам с администрации президента это пораили? Нет, мои решения, вот как раз-таки мое решение доказало, что я самостоятельный политик. Мое решение показало, что я не играю ни по чьим сценариям. Где-то кто-то пишет, вот Гайдукевич будет вести себя так. Уже за месяц до выборов расписали, как будет Гайдукевич себя вести. Вот я вам всем показал. Я никогда не буду играть по чужим сценариям. Дякую вялікі. Я нагадаю, што у нас в эфіры быў лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі, дэпутат палаты прадстаўнікоў Олег Гайдукевич, які зняўся з выбараў прэзідэнцкіх у гэтым годзе, але спадзяецца выйграць іх праз 5 гадоў. Дякую вялікі. До сустрэчы.